Друзья, всем привет! Вы смотрите на Изадай подкаст. Сегодня мы без Сулы, нашего бойца KZ. Зато у нас есть Нурбек Карбала, который отсутствовал целых 2 выпуска. Нурбек, привет. Ассаламу алейкум. Также Дидар, Сарбас подкаст. Всем салам алейкум. Сегодня мы пообсуждаем прошедший турнир Найза 66. Мы не сделали разбор полетов после турнира. Если вы хотите знать, что там случилось после турнира, то заходите в социальные сети Лиги Найзы и увидите, что нам помешало. Но сегодня мы обсудим вообще все, что было, и даже больше. Нурбек. И прежде чем, как вы хотите узнать, что произошло вообще, почему Самандар вышел в октагон и подрался с Гасановым, подпишитесь на нас, нажмите лайк, напишите комментарий. Это поддержит наше движение. Да. Нурбек, впечатление о турнире, то, что я тебя спрашиваю обычно вот после, когда мы в клетке сидим, но в этот раз не получилось. Сейчас уже по прошествию 2 дней, какие впечатления? В целом, и турнир, и как бы гости, в целом, как оно прошло, закат, да, все так, как я хотел, как я это видел вообще в плане у себя там, как я его предвкушал. Все время хочется и показать, и самому увидеть этот закат, на фоне которого идут бои. Мне почему-то это нравится. Я делал это не один раз, да, помнишь, 2 года тому назад мы делали это с Хабибом. В 2016 году мы делали это с Самсоном на берегу моря. И каждый раз, сидя у моря, вдыхая вот этот бриз морской и смотря на бои, я всегда думал, какое тут, не знаю, прям сочетание крутое. Именно вот на берегу моря проводить море. Мне даже кажется, что бойцам дышится легче намного у моря. Еще с учетом того, что там ниже уровня моря по высоте, нагрузка такая как бы лайтовая. Хорошо прошло. Картинка прикольная. Даже хорошая была картинка, вот, кстати, на 5 плюсом. Матчмейкинг. Не все бои, конечно, мне понравились, но много боев было таких интересных в плане, знаешь, вот, допустим, Алихужа, Серикбай, там, Кана, они когда дрались на Найзе? Последний раз 2 года назад. Кана вообще давно дрался. И... Аль-Худжа, по-моему, вообще на первом турнире Найза дрался, да? Не, они все дрались не на первом, но на 4-х, 5-х турнирах. Вроде на первом он дрался. Не, на первом, кажется, его не было. На первом турнире Найзы в 2013 году он не дрался тогда. В Топол же написано, что дрался. Не, это, наверное... Вот как раз-таки в Тополдже первого турнира нету, где Жако дрался. Это они сразу со второго... Тополджи начался со 2-го или 3-го турнира. В то время мы даже не понимали, что Тополджи надо выкладывать. И, к сожалению, видео боев каждого нет уже, из-за этого он так и остался без внимания. Там Сергей Мороз, Жалгаз Жумагулов. Скорее всего, да. Если ты говоришь, что он с первого турнира начал, это 2-й турнир или 3-й турнир уже Найзы был. Да, вот с этих моментов они дрались. Я помню, у него поединок был такой с дагестанцем Мизактау. Хорошие поединки выдавал Аль-Худжа. И вот, знаешь, такая ностальгия. Мы вчера перед выездом сюда с Сулой общались, сидели. И Сула прям, в гостинице. И Сула говорит, прям такие нахлынули воспоминания. Все эти ребята. Не хватало только Ерала Абдырова, который присутствовал как секундант, но не дрался. И все эти поединки такой напомнили былое, да, то, что было Old раньше school. в Актау. Old school. Да, old school, такие хорошие поединки. Естественно, вот сейчас самый обсуждаемый бой, хотя он мне не понравился, это Свирид и Гасанов. Но реально его обсуждают, там было добивание, там критика в направлении судей. Есть моменты там после боя, да, там произошло. В целом, как поединок шел. Я думаю, при том, что никто не верил там в Свирида, у Свирида был шанс, хороший шанс. Единственное, там непонятно было, почему он бороться пошел сам с первой минуты первого раунда. Но мы видели, как он попадал, как ловил, как он был сфокусирован. Настрой хороший был. Мне кажется, даже такое у Гасанова больше переживаний было, нежели у Свирида. Может быть, исходя из опытности и так далее. А так, в целом, все хорошо, мне понравилось. Гости как бы довольны были. Народ пришел, гудел, да, там смотрел около 5000, кажется, в общей сложности пришло. А почему бой Свирида не понравился вам и Гасанова? Не понравился? Да, сказали только что. Всегда же хочется, чтобы
Была какая-то там драма, да, там падал один, другой, и потом в конце кто-то выигрывал, да, там. А так получилось, что 2 раунда сверху провел Гасанов, и все. Больше ничего не было. Мгм. Да, там жесткое добивание было. Мне кажется, там Свирид раза два, наверное, да, отключался и в себя Интересно, приходил. как вот он летел до дома, потому что Ну, у вчера него нос и списывались вроде, посечен, и сломан, наверное, и тяжело в самолете в этот момент Ну, передвигаться. Свирид, наверное, и не такое видел. Ну да, чуть. За Жалко, ну для свою меня вообще не карьеру. стало удивлением каким-то. То, что мы с Сулой как раз там и спорили, и разговаривали, прям получилось предугадать исход поединка. Мгм. Конечно, все равно уже Игорь, хоть и действительно ветеран, и уже вклад какой-то внес, но 38 лет, это 38 лет в ММА, это уже не работает. Что ты можешь в 38 лет там быть на Но он в пике. хорошей форме был. Физической, по крайней мере. Все равно, когда против доминирующего чемпиона, Да. Молодого. да. Ну, еще базового борца. Мгм. Интересно, а теперь будет Самандар? Ну, как вы будете, планируете организовывать? Ну, после этого однозначно надо думать об этом. Я же говорил, в последний раз, когда мы этот бой анонсировали, и так получилось, что его убрали, да, там, с карта, ну, в связи с тем, что Самандар отказался драться. Я тогда подумал, вообще там, ну, потом вдруг смотрю, Самандар приехал в Ты же Актау. еще снял плакат Да. с офиса. Да. Да, потом увидел Самандара, потом обратил на него внимание, ему говорю, что там бой, ну, не знаю, там, ну, так, вообще уверенности никакой не было, если честно. И тут он выходит в октагон, все это продает. Я считаю, что достаточно интересный поединок, и надо сделать его. То есть точку поставить. На самом деле я спарринговал. Я не спарринговал с Гасановым, но мы видели его бои, да. Я спарринговал с Самандаром. И если я что-то в ММА понимаю, Самандар очень хороший соперник. Очень хороший соперник Гасанову. Там будет конкурентная рубка. И, ну, я не верю в то, что он типа испугался, да, там, почему он не выходит. Скорее всего, там неорганизованность в тренировочном процессе, вот это долгий простой и так далее, и так далее. Вот эти моменты есть. И знаешь, такой момент, когда ты там типа всей душой и телом хочешь подраться, но при этом понимаешь, что ты не выгребешь, да, там, функционально там и так далее, и так далее. Я знаю, что в процессе вот переговоров, когда мы это вели, Нуртас, тренер Тубета, мой друг, они делали тесты. Они делали тесты и с кем-то спарринговались. Не буду говорить с кем. И тогда Самандар, оказывается, как бы, ну, как я понял, что Самандар там уже как бы понял, что он не в форме на тот момент. И вот эти моменты. И я больше это, знаешь, отношу к тому, что сейчас ребята, допустим, раньше вот Хабиба мы часто смотрели, вот я почему часто привожу его в пример, потому что сам видел и знаю, да, там, отдыхал всего лишь неделю, вот сейчас у него бой закончился, допустим, да, там, у Гасанова, он должен домой поехать, там погостить, здесь погостить и все, пойти в тренировочный процесс. Вот это что должно произойти, да. А наши многие бойцы, которых я вижу, вот даже вот эти, Али Хужа выступали, да, там, Серик Пай, даже тот же Альберген вчера дрался, они все тренировались перед турниром за месяц или за 2. Видишь, у них, наоборот, Хабиб отдыхает неделю, они тренируются неделю, все остальное отдыхают. Серикбай вообще со 100 гонял. Представляешь? Парень, 28 лет, который дрался там. Но вот просто по Серикбаю, что я скажу, он реально там 1 000 000 боев проделал. И у него все такие бои трудовые были, там, так далее, так далее. Альберген молодой пацан, 24 года ему. Он тренировался вот буквально там 2 недели. До этого там у него 3 года или 4 года простое. Просто тупо не тренируется. Ну, если драться, надо тренироваться в день 2 раза. 365 дней в году. Минимум. Поддерживаю. Ты смотрел, не поехал с нами на турнир, но смотрел все Да, я по смотрел телевизору. онлайн. Расскажи, какие впечатления вообще просто вживую, и я думаю, с экрана по-разному немножко. Блин, вживую, конечно, хотелось бы вживую посмотреть. Не получилось, к сожалению, полететь. Мне понравился Али Ходжа. Али Ходжа же, да, с вертушки уронил? Да, вот он, кстати, звонится реально хуже. Ответь, может быть, подключу. А Спросим. что он хочет сказать, интересно? Давай послушаем. Нурбек ага, бонус. Алейкум ассалам, алейкум. Алло, Да. ассалаумалейкум. Алейкум ассалам, алейкум. Қалайсыз ағай, не істеп? Жақсы. Құдайға шүкір. Я Алматыда. Ағай, андай ұсыныс келіп отыр еді ғой. Қандай? Наудин арасында студенттермен кездесу дейді. Наудин белсенді шақырып отыр еді ғой.
Жана өзенің белсенділерін шақырып жатыр еді? Жаңа белсенділері шығып отыр еді, Нұрбек ағамызды студенттермен кездесуге шақырып аламыз да, келе аламын екен деп. Оны кішкене ертерек айту керек, мен кетіп қалдым ғой, Алматыдамын ғой. Ол кетіп қалдым дейді аман. Алдында айтуым керек еді. Босамайтын шығар деп ойладым дейді да. Алдында шығар деп ойлағанбыз. Иә, кетіп қалдым, кеше келдім ғой. Мына подкаст жазып жатыр. Ассалаумағалейкум. Подкаст болсын ағай. Болды, сені как раз әңгіме қылып отыр едік. Болды. Давай. Да. Надо сейчас еще о чем-то поговорить. О Хабибе давай поговорим, он позвонит нам в студию. Ну, о нем поговорили, не позвонил, да? Ждем звонка. Кстати, чуть-чуть другой бой ожидал Каннского фестиваля. Думал, там прям будет рубка в стойке. Но Канна чисто тактически выбрал правильный ход. Да, ему поиграть надо было. Да и на самом деле хорошая от него борьба была. Просто, если честно, очень крутая борьба. Особенно посечка в первом раунде. Я вообще офигел, что он такое умеет делать. Вот. Да, вот так при много, этом, да? Зашагнул. При этом же этот Шерзот, он же, по-моему, чемпион Казахстана по панкратиону. Удивительно, насколько он не мог ничего вообще в борьбе сделать. Потому что казалось, что парень физически очень сильный, ну, видно было. Но при этом, как не знаю, смог Канна его технику нейтрализовать. Я, честно, думал, вот если бы он закончил в первом раунде распятием, вообще было бы круто, но Шерзо тоже молодец в плане, что не дал себе финишировать в этот момент. Физически очень крепкий такой, сильный. Канна сильно не бил, мне такое ощущение было. Да, отрабатывал, да? Работал. Но борьба у Канна хорошая, да. Изначально вообще Канна же пришел, насколько я помню, с бокса. Он твой ученик же, да? Ну да, он у меня долгое время тренировался. Он вообще, кажется, насколько я помню, жик-жик был. Дрался и в основном полагался на ударку. И вот мы там с ним, я помню, когда мы даже на Fight Night дрались, мы против Нурбека Абдрахманова готовили его. Он с Колей сам усилом дрался. С Фанилем же. И с Фанилем дрался. Он с многими дрался ребятами, и при этом, при всем, ну, всегда, как бы, знаешь, такой смелый был. В плане, там, не уклонялся, ничего. Единственное, ему не хватало вот этого... Вот этой борьбы, кстати, не хватало. И сейчас я вот наблюдал за ним. Молодец, добавил. Хорошо добавил. Контроль. Знаешь, за основу взял обязательную победу, а не вот эти понты, да, там еще что-то. Кому-то это, ты сам говоришь, тебе не понравилось. Мне тоже не понравилось. Да? Но как они вначале начали вот рубиться, это нравилось, а потом... Ну, образ прикольный у него, не знаю, мне вот наоборот, он как персонаж прям очень сильно импонирует. Как он разговаривает, что он говорит. Ну и резюме, судя по всему, у него такое хорошее. Причем он же еще и... Ну и проигрышев немало. Ну, типа у него рекорд сейчас, по-моему, 9-9 да? стал. Вот, да? Да. Но он просто, говорю, там и ВДВшник, и... Ну, вообще он интересно выглядит, интересно говорит. Хоть у него рекорд там не самый лучший, но... Я помню, в плане личности он однажды, да, вот это все пробовал. С первого ВДВ. А образы иметь в виду? Да. С первого у него был «Степной орел» погоняло. Ага. Потом Каннский фестиваль. Потом он начал выходить в форме ВДВшника, да? Для него вообще сейчас было бы прикольно. Вот, извиняюсь, он еще и на домбре играет, что если ну, так, для... Сам у себя на выходе может. Сначала сыграет, потом выходит. Очень хорошо играет. Для него сейчас классно был бы, так скажем, ну, план. Все, кому он проиграл в кулачки, затягивать в ММА, короче, и там их мутузить. Бить, да? Да. Я тоже, да, не знаю, ну, на чем вы договорились и как он попал сейчас в Лигу Найза. Но я бы тоже его пытался как-то использовать, наверное, потому что он яркий и зрителям интересный. То есть, может быть, там бой не самый крутой получился, но он там на пресс-конференциях может что-то интересное сказать, на стердауне, выходы, его бои будут смотреть. Вот раньше он на стердаунах и вообще в целом гнал конкретно. Сейчас вот в последнее время смотрю. Что он делал? Реально. Вот даже вчера смотрел такое, да, тоже такой, знаешь, как бы своеобразный, но при этом, при всем, такое, какая-то вот мудрость, какая-то в нем отражается, как будто такой взрослый стал уже, возмужал, там, типа, на такой блеск и там, и так далее вещи, там, внимания не обращает. Ну, он кажется, 94-го года, да? Сколько ему лет? По-моему, да, там ему... 30, получается. 30 лет? Ну, 30 лет уже, да, пришел к этому, как его. Одно время он работал где-то в войсковой части, там, потом он сюда приезжал, там, дрался в кулачки, я помню. У него, видишь, у него в жизни тоже там немало таких интересных и сложных моментов было. Я помню, когда вообще к нам пришел, у него такой случай был, когда его друга убили. Прямо у него на глазах.
что-то они там цепанулись с кем-то, и вот зарезали, да, его. И вот мы даже снимали какой-то социальный ролик, где показывали это все. Видели, да? Я сегодня... Да, я сегодня посмотрел. Посмотрите, вот прям этот ролик отражает тот момент, когда с ними это произошло. И это 6 или 7 лет назад. Что-то такое произошло, его друга одного там убили. Ну так, много чего такое увидел пацан, знает. И в целом, как ты правильно говоришь, мне вчера тоже такая идея в голову пришла, там какую-то линию выбрать и поработать над ним. Неплохой пацан. Лучше стал намного и в техническом аспектах, и в целом... Но он интересный, вот прямо если подытожить, интересный боец. Плюс и навыки у него есть, да, не так, что он просто там что-то говорит и не делает. Мне борьба прям понравилась. Ну, хорошо делал все. В плане и в кулачке даже, да, он выходит и до конца рубится, не так, что там где-то что-то заднюю дает. Такое. Хорошо дерется. А у вас какие отношения сейчас? Ну, это же вы были как ученик и тренер, а вот сейчас он там тебя как Ахай называет? Или... Знаешь, какое-то время он пропал, начал вот это кулачкой заниматься. Там же тоже своя культура какая-то. И все после этого. И вот после этого я его вижу. Ну, у вас теплые отношения? Ну, со всеми теплые отношения. Ахтаусскими ребятами со всеми теплые отношения. Просто, ну, некоторые из них, видишь, вот, допустим, многие из них, там, тот же Серик Пай, там, Кана, я помню, не помню, Сюек Сариф и так далее. Я каждому из них даже одно время было, там, сам кушать готовил. Они там жили у меня дома, там, я кушать им готовил, капельницы сам ставил, тренировочный процесс сам вел. То есть вот такие моменты были, да. Но я это не, как бы... Кстати, я Альберген, кажется, там был. Но я это не воспринимаю как, типа, знаешь, они мне должны, там, еще что-то. Я это воспринимаю, ну, на каком-то этапе. У меня тогда и сейчас цель одна же была этих ребят реализовать. Я считаю, что как-то я их реализовал, как-то по-своему, да, там, Кана реализовался там, ну, реально большую такую известность получил там в ударке, да, там, в кулачке. Сюек Сариев там стал неоднократным победителем там турниров Алашпрайда. Кто там еще там был? Много ребят были. Шыңғыс Қайранов был, кстати. Тоже, да, там чемпионом стал Алашпрайда. Там Сюек Сариев и у нас чемпионом был. Много ребят было. Просто это же такой путь. Здесь надо выдерживать, здесь надо постоянно трудиться. Просто так не пойдет. И вот в чем результат работы? Ну, как он замеряется? Это постоянство. И ты там поставил 300 тренировок в году. Если ты там 250 сделал, 50 не сделал, скорее всего, ты проиграешь однозначно. И вот простая статистика. И тренерская работа заключалась в том, чтобы постоянно, грубо говоря, держать вот эту плетку, да, и постоянно там ругаться, постоянно наезжать, постоянно пугать, постоянно плеткой бить, чтобы они там не пропускали. И, естественно, есть же такие вот, как принцип, да, типа не ной. И вот кто ноет, там, для них я там плохой человек. Кто не хочет дисциплину придерживаться, для них я там не очень хороший человек. А кто в это поверил, там, кто увидел в этом путь, там, придерживался этого, там, для них, кто-то из них там благодарит за это, да. Но в итоге, что мы от них требуем и требовали? Дисциплины. Кто не выдержал, так вот на расстоянии остались. А так, здесь же в промоушене не только там ребята дерутся, кто там хорошими, теплыми отношениями. Без разницы, там и незнакомые нам люди дерутся. Так что в этом проблем нет, я считаю. Слушай, что по поводу бонусов? Ты все остаешься при той же позиции, что пока не будет подписан? Да, ни Али Кожа, ни Серик Бай, ни один из тех... Я видел, Гасанов тебя тоже отметил. Да, ни один из тех бойцов, которые участвовали в вчерашнем карде, не помогали сделать этот турнир. Они просто решили приехать на бой и подраться. Ну, раз решили, я вам что обещал, я то сделал. Гонорар заплачу. Чтобы получить бонус, нужно не только выйти в октагон. Ну, конечно, ты должен сделать этот турнир, да. Вот помнишь, да, там такие бои, как там, допустим, там Фаниль Рафиков, Нариман Аббасов, да, там. Помнишь этот бой, как там, типа... ну, бывают такие поединки, когда люди стараются, да, что-то пишут, делают, говорят, в итоге там подогревают интерес, что-то придумывают. Помнишь, Багдад Жубаныш, Казбек Саган? Да. Да, там...
Они не ленились, да, этот вообще гуся нашел там у себя в огороде. Тот пошел там детские ботинки купил. Ну вот, ребята, никому неизвестные на тот момент, да, там, ну, не сказать, что там медиа-звезда, да, там, ММА профессионального. Да, в любителях крутые. Но создают интерес. Я сейчас, ну, каждый такой бой не помню, но были такие ребята, которые старались. Но в большинстве случаев не стараются. Первое, скорее всего, там не до этого им, они не понимают. Второе, это... ну, кстати, вот Гасанов чуть старался. Гасанов исполнял в этом плане. Олег Кужа совсем в молчанку ушел. Ну, даже элементарно сейчас возьми их бои там в Ютубе, посмотри, сколько они набрали. Это все. А вот этот путь до поединка, он от него и зависит. Сколько ты наберешь после боя, зависит от того, как ты там газовал до. Потому что мы же знаем, что там почти 70% зрителей приходят не за боями, а за тем, что происходит до боев или, возможно, после боев. То есть вот так, да? Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Кстати, ты картинку смотрел. Тебе понравилось? Да, было такая... Атмосферно, да? Да, была хорошая картинка. Не, ну вот, я имею в виду не в плане цветокоррекции там, или настроя, я вообще вот на фоне моря, там, заката. Багровый такой. Если честно, весь мой фокус был на боях, да, я поэтому как-то, ну, не особо обратил внимание, что это на фоне. Мне просто интересно всегда. Я снимаю вот эти видео и отправляю же. И самое первое, кто там в боях не особо так знает, все говорят, блин, ты где? Типа, да? Вот такое у меня всегда. Это где, типа? Это... Типа, не могу поверить, что это в Казахстане. Прикольно так. У моря, типа, там, и так далее. Ватербол же отсняли вот прям там на смотровой площадке. Я думаю, там тоже будет много чего интересного. Там забавно, сначала же было кольцо в сторону моря. Да, Самат прям удивил меня, когда я пришел. Я первый раз его таким увидел. В сторону моря кольцо, говорит, поставил. Я говорю, а все же мячи улетят. Он такой, ну ничего, говорит, подадим. Я говорю, вот ты даешь. Специальный человек в воде будет плавать. Ну, по идее, мяч мог улететь, даже если не в кольцо. Ну, в смысле, если кольцо было бы... Нет, больше, ты 90%, он и так улетал, но 90% твоих мячей улетало бы в море, если бы он стоял в сторону моря. Кидают в щит. Потому что все туда кидают. Я лично, за кольцом сидел и раз, наверное, 15 отбивал мяч. 15 раз где-то отбил. Еще возле меня кто-то там раз по 10 отбил. Ну, вот тебе. Я вам советую посмотреть, или, не знаю, если вы видели, вот бой обсудить Карабека против Шаха. Тубет и Дартим. Видели? Да, второй бой. Хороший поединок, Шах хорошо. Вот в первом бою он мне очень хорошо понравился, Шах. Этого Карабека я не помню, кажется, он у нас не дрался, да? И вот его второй поединок... по-моему, тубетовский. Не, один, что-то такое, да, там было. И вот в этот раз он вышел, Шах борьбой выгреб. В ударке начал там ходить, даже уронил один раз с ноги, но потом тот начал... Ну, видно, характерный пацан, Карабек молодец, на руках начал прессинговать и подавливать. После чего этот тоже там включился. Хороший поединок, мне понравился. Бой Карины с этой, как его? Карин Сенова против Владлен. А, девчонка крутая, конечно. Мне немножко жалко, ну, не то чтобы я там за кого-то болею, просто, наверное, чуть рано для Карины был такой бой. Вот, с другой стороны, может, он ей что-то даст, но я в ней все равно видел какую-то уже такую потенциальную звезду, на самом деле, Лиги Найза, потому что нужна какая-то там условно новая Сора Рахмонова, потому что Сора сейчас отошла от дел. Мне казалось, что Карина вот может ей стать, и борется хорошо, и в ударке что-то понимает. Ну, борется она прям хорошо совсем. Но ее прям прочитали, и, наверное, там... В силу борьба не всегда проходила у нее. Так я тебе говорю, прочитали ее. То есть там девочка сначала ее нагружала, просто типа защищалась от проходов. Уже когда Карина устала, сама стала проходить, темп чуть-чуть. Ну, у той тоже лицо травмировалось у девчонки Владлены. Да. Когда я понял, что эта девчонка крутая, я утром прям перед этим...
перед турниром, в день турнира. Спустился вниз и пробежался. 5 километров стандартно, и лапы побил. И в этот момент, когда я бежал, она сбоку разминалась. Бывает такая утренняя тренировка перед боем. Минут 15-20 она медитировала. Сидела, и я, как бы так наблюдал. Как она, типа так, в позе лотоса? Или Ну что? да, типа такого. Не в позе лотоса, а прям сидела и медитировала. Руки не так стояли, чуть ниже, но при этом, при всем, поза была такая медитационная, с закрытыми глазами, вдох-выдох. Я когда на нее смотрел, она... я вот тогда вот такой смотрел, думаю, фокус хороший. Это же тоже человек настраивается, относится к поединку, да? И во время стардауна то же самое было. Карина себя более так вальяжно, спокойно, настроена, знаешь, как типа, я тебя завтра, типа, чпокну. Вот так, да, вела. А это такая, давай посмотрим, типа, да. Но при этом, при всем, фокус у нее был на поединке. Мне кажется, Карине больше вот ее вот эта расслабленность и самоуверенность чуть подвела. А так бы, конечно, она должна была, по крайней мере, не проиграть во втором или первом раунде? Второй раунд. Второй Втором раунд. раунде, да. А мне кажется, решением судей должен был быть. Так. Первая Но она забрала. я, когда бежал во время... Я смотрел на эту девчонку, увидел ее ударку, увидел, как она уклонялась. Очень короткие, но сильные удары, как пацанка била. Реально пацан бил, как будто я так смотрел. Хороший удар, я понял, что, правильно ты говоришь, что это сильная конкуренция для Карины. Но если бы она ее прошла, мне кажется, она бы реально выросла бы на 2-3 головы. И тут она выросла. Она поняла много чего. Там единственное, теперь все от нее зависит, как она быстро там реабилитируется. Главное здесь. Да, главное, чтобы не сломалась, потому что после таких тяжелых поражений... Потому что я слышал, что она прям подавлена была жестко. Да, я рядом стоял с юртой, где ее команда была, и она прям рыдала уже после боя, мне прям сердце заболело. Вот тяжело такое. Когда парни вот так плачут, мне вообще все равно уже, знаешь, у меня атрофировалось чувство какого-то сожаления проигрышем мужчин, бойцов. Когда девушка, все равно, мне, конечно, тяжело все это воспринимать было. Ну, это ММА. Что... Да, здесь такая тема. Причем не от боли она плакала, а именно... Ну да, и лицо порвали, кажется. Это, мне кажется, сечка хорошая. Ерунда. И она еще долго так защищалась от армбара, на самом деле. Прям очень долго. Потом уже от удушки. Я вот не понял, она же чемпионка мира, да? Вот как она вообще в эту тему полезла, я не могу понять. Видишь, всегда же говорят, что с каждым пропущенным ударом у тебя -1 пояс там, по бразильскому джиу-джитсу. То же самое, наверное, с разрядами по грэпплингу. Здесь как бы бьют по голове, и уже все равно. Плюс усталость. Не-не, я просто моменты видел, когда она 2 раза... И, она сверху сидела и сама отдавала руку. Да, руку отдавала, и прям с головой отдавала руку, и одну руку так держала, и не спешила уходить. Такое ощущение, как будто, знаешь, не переживала за что-то. Уверена была, что выйдет? Да. Один раз я видел выход с треугольника такой, и уже это сигнал для меня был, если она так легко отдает, та же может закрыть. И она так и закрыла же в итоге. Она сперва армбар взяла, потом на треугольник и на нее залезла. Мне кажется, еще, я вот тоже точно не знаю подробностей тренировочного лагеря Карины, но как я там из Инстаграма почерпнул, она тренировалась в клубе «Ахмат», поехала, и там в основном я не видел, чтобы там девочки с ней спарринговали. И, наверное, все равно, когда ты с парнями спаррингуешь, тебя не будут там жестко как-то добивать по лицу, когда там тебе делают какой-то прием, и, может быть, у нее было ощущение, что, в принципе, за счет грэпплинга, когда ей там просто накидывают, она может выбраться, а здесь прям по-настоящему тебя бьют и локтями, и руками, и это совсем другие уже ощущения. Надеюсь тоже, что не сломается, потому что она и медийно интересная. Да. И в прошлых боях... В принципе, сильная. Да, после прошлого его поединка там интерес был очень хороший к ней. И с Чимаевым вот она сейчас проходила лагерь, то есть точно есть куда там крутить, главное, чтобы не сломалась, вернулась. И Владлена тоже, мне кажется, что надо еще в лиге какой-то бой интересный сделать. Вот будет интересно. Да, и кто знает, может еще и встретиться, да, в октагоне. Меня немного разочаровал бой Хумаюна. Я вообще не понял прикола. У парня уже 9-3, надо какого-то интересного ему соперника давать. И, в принципе, были ребята там, тот же Али Ходжа мог бы с ним подраться, мне кажется, они оба в легком весе. И он мог бы как-то усилить легкий вес, что-то какой-то такой путь выбирает простой для себя. Зачем драться, так не понимаю. Он какие-то отношения с лигой заключил дальнейшие? Кто? Али Ходжа? Хумаюн. Хумаюн, нет такого долгосрочного, пока разовые контракты. Что его с кем-то прикольным было бы посмотреть, интересно. Так просто. Там, если честно,
быстро бой назначили, быстро все это произошло, и там соперника искали. А когда уже там ему искали, у всех уже соперник практически был нарисован, ну, в карде, в его весе. Понятно, что слишком маленьким показался, да, такой соперник, да? Ну, по весу они там все нормально, но тогда по виду показалось, как будто там соперник с другого веса. Надо уже следующие давать бои таких хороших конкурентов. Ну, вот сделать или Ходжа Хумаюн, мне кажется, прикольно будет. Как раз оба легкий вес, оба яркие. И в целом Прикольно. бой получится интересный. Гусейнов, Ниязов. Гусейнова видели? Гусейнов. Милан такой парень. Помнишь? Милан. Ты в прошлый раз его поединок видел в Риксосе? Мгм. Когда он там с бэкфиста уронил, потом сверху забил. Мгм. Тоже ученик наш. Мгм. Его же встречали. Да, кстати, он 57 килограммов, высокий пацан. Да, Я да, вспомнил. Да, хороший бой. И мне кажется, тоже вот ему надо сейчас кого-то интересного дать в 57. Он прям может усилить, на самом деле, ростер. Вот круто было бы его посмотреть с кем-то там из топ-5. Да, он прям обученный, ударка хорошая была. Да, тайский бокс он к нам пришел, это сколько я помню. Хороший. Мне еще, знаешь, понравился бой Али Батрудинова против парня, он, я так понимаю, из Дагестана, но сам чеченец. Да. И видно было, что прям на характере дерется. Вначале все на кон поставил, пытался ногу скрутить. Да, так, кстати. Я не знаю, видели вы или нет, но Да-да. мы просто рядом с углом же Говорят, сидели. травмировал ногу. У него прям нога после первого раунда была такая опухоль большая уже Мне на говорят, ноге. связку порвал. Вот, скорее всего, либо связку порвал, либо что. Там прям уже нога вот такая была. И на самом деле чуть-чуть не додавил соперник, а мог бы прям апсет такой сделать. Кстати, я думал почему-то, что вот еще чуть-чуть, типа, и Али сдастся, потому что он еще так сидел на пятой точке, и как бы ногу и не пытается встать, не пытается ногу вытащить, и просто ждет, как будто... Он очень просто жестко за пятку схватил, там как бы и не встанешь. Вот. Да, очень, на самом деле, круто, что он пережил. Интересно, через сколько теперь Али вернется. Не, ну Али тоже красавчик, что выбрался еще и... На самом деле, выручил. Али просто малоопытный на сегодняшний день, но он очень крутой боец. Я же говорил, что я там иногда боролся, я с ним тоже поборолся, ну, в смысле, поработал в стойке, в партере. Чувство мощное у него. Чувство партера, чувство таза, передвижение именно в партере, крутой. Так он посадил офигенно его через ногу вот как раз во втором раунде. Его? Он просто, да, он взял одну ногу на себя. Вот эти вещи он делает легко. Знаешь, вот иногда видишь же такие волевые проходы, да, такой стоит, проходит, таранит и сажает. Или наоборот, да, там, убегает, проходит, там, его встречает, он садится, ну, как бы переводит все равно. У этого получается вот это, я всегда говорю, это вот это чувство прикольное. Он знает, когда проходить. Ну да, там Корме, техника вот была. Корме так проходил. Вот у Корме вот этот проход прям чувство было. Он просто присаживался, и все. Я всегда вот бойцам говорю, когда проходишь, ну, когда в тренировке, я вот это сам, не знаю, это не то, что я там, типа, опыт и так далее. То, что я видел, все хотят пройти через, ну, колено, да? Ну, то есть низкий проход. Потом с колена встать на ноги. Я вот Корме смотрю, мне нравится, вот Йоль Ромеро так делал. Они проходили, присаживаясь. Колени не дотрагивали до земли, а просто присаживались и там или шаг вперед, или шаг назад, и уже там рядом оказались. И знаешь, так легко. Особенно, когда тебя бьют. Он стоит, левый идет, он присаживается, тот уже по инерции вперед ушел, чуть-чуть, полшага вперед дал, ты уже за ноги схватил. И он на тебя ложится. Или переводишь, или встаешь вместе с ним. Ну так. И вот у него вот это прям хорошо работает. Он, ну, ты помнишь, он Нургалиеву боролся. Тот вообще 11-кратный чемпион Казахстана, призер мира. Ну, прикольный бой тоже такой. Начало особенно. Очень здоровское. Здесь? Да. Да, Мне классный бой. Ну да, тот пацанчик хороший. Я его первый раз в жизни увидел, оказывается, в Актау. А у него дебют вообще, он рукопашник. Да, в Актау живет. Ну, это армейский рукопашный бой, что-то такое. Он с Актау? Ну, Я думал... сейчас живет в Актау. Уже месяцев там 5. А так с Чечни. Мне еще понравилось, что он просто весь бой улыбался. Да, вот, в какой-то момент просто начинает разговаривал. улыбаться, типа, да, что-то там еще общаются. Такой... Видно, смелый пацан. Угу. И такой с лишним виском, видно, животиком. В целом его в 77 тоже было бы классно, наверное. посмотреть. 77? Они сейчас в 93 дрались. Ну, он, у него не в 90, они дрались не в 93, в 90 они дрались, у них был промежуточный вес. Вот. Ну, они вообще оба, типа, вроде как 84. Ну, типа, в 90 ему точно очень много лишнего веса было. Прям такой спасательный круг. Ну, мне кажется, до 90 гонял, да? Да.
Да, Али Батрудинов 90 сделал. Ну, Али молодец. Второй поединок. Мне нравится он. Мне кажется, уже он там готов с хорошими такими ребятами драться. Ну, теперь интересно, что будет с ногой, потому что... Ну, ногой заживать будет чуть. Может быть, надолго вылетел. Это же тоже, если разрыв связок. Может быть, там полгода. Я еще помню на Стардауне, Fight Nights, когда был Стардаун. Помните, Нурбек? Вот, говорит, Нургаин Нургалипула, и вот Али Батрудинов, да, говорит, в Дартиме тренируется, но, говорит, я его вообще не знаю. И вышел, как еще Нургали выиграл. И вот после этого момента, так скажем, медийным стал, более медийным. Да. Нет, тогда же... Почему я так сказал? Потому что мне сказали, что он сильный. Мне уже сказали, он типа призер мира призер России по ММА. Ну, призером России по ММА быть, это понятно, что... Это же понятно, что сильный пацан. Я такой, ну, смотрю, неопытный. И типа, на что он надеется, я так думаю? Ну, борьба, да? А борьба у Нургали Нургаипова на уровне очень хорошая. Нургали Нургаипова на самом деле не только борьба, но и ударка на очень хорошем уровне. Единственное, что у него полетов мало. Вот тут в любителях не дрался, там не дрался. А этот, видишь, хоть и 2-0, вот сейчас, да? Или 3-0? Да, 2-0. Он Нет, с этим боем 3-0 уже. Вчера выиграл, уже 3-0. И теперь с этим поединком, считай, а у него в любителях много боев. Вот кто в любителях много дрался, он все-таки, вот даже если это не профбои, это реально полеты. Хорошие полеты, которые потом отражаются на твоей карьере, да? И тут я думаю, что ему это помогло. И в том, и в другом случае. С Нургаиповой и с этим пацаном. Да, Медийка, я заметил у него такой... Только в Казахстане стали его изучать, смотреть. Ну, он сейчас и Даурен Вермяков может конкуренцию устроить, и Имрану Тайсултанову, и многим-многим другим ребятам. С Дауреном захотел уже драться Гасанов как раз. Вчера, кстати, да, вызов бросил, а он Имрану кинул вызов. Прикольно. Уже есть 2 пары. Молодцы, да. Гасанову надо вопрос с Рузматовым закрыть. Даурен проиграл, да, у нас, да? Недавно? Да. Что-то там... Нет, наше дело. Тычок В нашем деле. Я и говорю, наше. Кстати, результаты вышли? Результаты... Нет, не было. Ничего. Чего? Ну, он же подал апелляцию подал же. Да, что Мне типа... кажется, там не будет ничего. Я тоже думаю. Сулу, запускайте Сулу. Сейчас он тут... Вика, результаты чего вышли? Результаты признали, что правильно решение. Ну, без изменений оставили, да? Да. Я думаю, Даурен, наверное, должен был вот так показать, да? Что такое? Да нет, там просто же с видеокамер есть повтор, что он бьет просто апперкотом. То есть там нету никакого момента, типа, что он там пальцы засовывает. То есть если был бы такой момент, то, может быть, рассмотрели по-другому. Нет, я видел, получается, повтор. Он как-то вот так ударил, и мне кажется, вот он фалангой попал ему в глаз. Но это разрешено так бить. Не, ну как бы я ничего не говорю, там можно, нельзя, просто фаланга попал, и, ну, как по ощущению, как будто пальцем. И, наверное, он и схватился из-за этого. То есть тут непонятно... Да. Ну, Даурен тоже уже взрослый. Ну, в целом, интересно было бы супербой какой-то там Гасанов-Дауриан. Тебе интересно это было бы? С Гасановым? Мне кажется, самое интересное с Гасановым это сейчас Рузматов. Я согласен, ну, особенно после того, как я поучаствовал в их разборке. Просто я к тому, что уже этот бой слетал 3 раза. Сам хочешь довести до конца дела. Ну, этот бой уже 3 раза слетал. Он будет на Стардауне будет стоять. Я в этот раз Не, я реально вас с Дидаром, если этот бой состоится, вы с Дидаром будете по центру стоять. Вообще смело. Я единственное, видишь, говорю, у меня одна рука была травмирована, а во второй микрофон. И я думаю, что мне туда, типа, запихивать? Я видел. Ногой как-то бить их? Ну, тоже. Ты видел, какой это был прикол? Теперь вы меня понимаете, да, посередине, когда Ну, слушай, в тебе и вес побольше. Не, ну у вас там 5 было, я один всегда стою. Видел какой-то прикол? Тоже что-то раз там ведущий, ну, объявляет что-то, и тут начинает перепалка, он начинает микрофоном бить. Или Мне это... жалко было, меня потом спросят за это и мату. Не-не, это был тоже отдельный прикол. Или это бойцы в ППМ вот так что-то разговаривают. Это же этот, как его? Владимир Минеев и Магомед Смаилов. Он его микрофоном ударил. Или вот что-то такое. Вадим по голове же ударил ему. Вот. Да, Надо было просто тоже этот же прием А использовать. кому из них? Обоим? Ну, я не знаю, кто тебя больше прижал, того... Мне жалко техники. Я, наоборот, хотел остановить их. Не получилось. Мгм. Я вообще думал, такой, сейчас прикольный стердаун. Ты ушел? Я говорю, что делать? Типа, Нурбек ушел. Они говорят, ну, надо продолжать. Я такой, окей. И вижу, это Самодар идет. Говорю, Самодар, с гостями, да. Я говорю, Самодар, поднимайся, сделаем стердаун. И только что-то хотел сказать, как раз... блин.
Я думаю, Всё. спасибо. Опасно. Сула сказал, Сули, оказывается, типа курсанули. Снимай, вот сейчас да? снимай, типа, да. Ну, видимо, всех, кроме меня. Да. Не, ну ты-то с микрофоном что ли? На самом деле, да, вот Сула заимел контент, да? Только он снимал, оказывается. Нет, там были еще точно, кто снимали. Да. Я видел. Прикольно. Прикольные поединки. Да, главное, чтобы Аликужа нокаут как? Хороший. Хорошая вертушка. Я просто тоже считаю, что если ты уж выходишь с не очень там понятными бойцами, то не надо их там залеживать, не надо. Вот надо что-то такое. Надо да. крутить вертушки. Красиво надо, да? бэкфист. Завершать. Тебе дают такую возможность, и он ее прям реально... А еще я вот когда этот бой смотрел, Алихуджа, он, как будто физически меньше, ниже, так уверенно пер. Кто? Алихуджа. Видишь, Не, говорят, он- со 100 килограмм слинял. Не он. Не он. не он? Серикбай гонял. А. Алихужа, вот у Алихужа все поединки, ты посмотри на нозе, они все такие. Или он нокаут делает, Мгм. или его выигрывают досрочно. То есть по-другому там ничего никогда не заканчивалось. Вот через экран я чувствовал, как он уверенность, вот эту, как он прет. Вот он мне, да, в этом плане всегда нравился. Он, знаешь, такой всегда вот так идет, в разрез идет, да? В разрез бьет, в разрез дерется. Вот такой духовитый пацан, молодец. Серикбай вот намного опытнее, да, вот ему сложно было. Ну, Серикбай дольше не дрался, чем Алихужа. Если Алихужа вот последний раз, когда год назад, кажется, или 2 года назад дрался, Серикбай у нас уже там лет 5, наверное, не дрался. И вот он, по нему было видно, что сложно ему как бы вот это все возвращение, там, как бы этот... Тяжело было ему. 5 лет, говорю, не 5 лет, а 2-3 года назад он же с этим дрался, как его? Ильдаром Кудайбергеновым. Ну, тоже 2-3 года назад. Слушай, а вот Алихуджа, у него какие планы там на лигу тоже? Он же вот как раз дрался, все свои бои, по-моему, у него 9 боев, все в нозе дрался. Мгм. И в целом... Я сейчас хочу заняться им. Знаешь, у него есть потенциал. Даже при всем, что он уже взрослеет, но у него есть потенциал, с ним можно поработать, у него и внешность, и в целом ведение поединка, харизма есть, с ним можно поработать в плане там почаще драться, дать ему заработать возможность, но при этом, при всем, чтобы он продавал что-то там. Ну, имеется в виду, работал над этим. Он 61, да, дерется? Сейчас мы для Этот определенных... 70 был бой. 70? Этот бой был в легком весе. Раньше 66 дрался. Да. Мгм. Он, знаешь, кому проиграл? Здесь ты видел бой вот этого Босурманкула? Он одного бразильца нокаутировал. Как его? Кайсара, да? Не Кайсара. Ну, я понял, да, я видел этот бой, он проиграл, по-моему. Да, и вот он с этим бразильцем, он с первого бразильца нокдаун отправил, там бразилец шатался, и он как-то выиграл его. То ли удушением, то ли тоже уронил. Вот такой... Вот он или пал, или упал, или уронил, короче, вот так. Пан или пропал. Мгм. Да, интересно будет Я после. хочу объявить, что сейчас мы будем там переговаривать с некоторыми бойцами, не со всеми, будем выбирать и прям работать над этим, чтобы вот бойцы вместе с нами продавали, там какая-то доля с продаж подписок, доля с продаж билетов, доля с продаж какого-то мерча определенного, там особые условия, там. Но это не все бойцы будут, некоторые, которые будут прям работать над тем, чтобы продавать себя, продавать ивент, продавать события. Давайте по следующему турниру. У нас есть время еще? Пару минут. 5 минут. Ну, быстрый тогда анонс. Нурбек, расскажи, что ждать от Найза 67. Найза возвращается наконец-то в Алматы. Целое лето мы были в Актау. Да, Казбек Сагын хочет подраться, и в случае победы, кстати, соперник, я забыл его имя, сейчас позже увидите этот анонс. Казбек Сагын возвращается, и 57. Казбек Сагын, да, должен в 57 переходит, и в случае победы он хочет подраться с Диас Ерингаиповым. Для меня это интересно. Диас Ерингаипов, там есть конфликт не между ними, а с одноклубником, и все-таки, знаешь, как бы опять противостояние двух школ, и это прям... Ну и как раз экс-чемпион против чемпиона. Крутой бой будет. Жасулан Акимжанов в карте стоит. Султанов... Борс. С этого... Асан Султанов. Асан Султанов. Сак против. Да. Интересных бойцов много. Карта, в принципе, для меня интересная. Я думаю, что людей порадовать может. Ну и в ближайшее время уже будем анонсировать пары, правильно? Да? Оттуда. Уже будем анонсировать пары. Так что сказать? Булан Шилак, 22 сентября. 22 сентября. Да, я карт посмотрел, карта офигенный. Я так тоже мельком пробежался.
Еще, кстати, хочу анонсировать. У нас не то, чтобы много времени осталось до конца года, и скоро у нас стол будет от Дидара. Жалгас вернулся. Да, Жалгас вернулся в Казахстан, но он сказал, я пришел пахать, и скоро будут новости. Вот он так сказал, не знаю. А какой спор? Мы же договорились, что до конца года Жалгас попадет в UFC, вернется. С кем? Со мной. Да, с ним, да. И тот, поспорили? да, он сказал, вернется, и стол должен поставить. Все, помню, да. Стол, все. Так что ты на какой-то день не планируй. Не, хороший какой-то ресторан надо. Беладжи давай сеять. Самый дорогой скажи, и Да. возьмем его. Алло, Жако, возвращайся срочно. А сколько же там потратишь? Да, друзья, совсем скоро турнир Найза 67, 22 сентября. Уже можно приобрести билеты. Смотрите, где. Карт будем анонсировать по ходу событий. В ближайшие дни уже будет много интересных пар. Кроме того, мы к вам каждую неделю возвращаемся с какими-то свежими новостями. Ждите нас и в следующую неделю. Будет еще, наверное, Сула тоже с нами. Подписывайтесь на все наши социальные сети, и Инстаграм, и ТикТок, и Ютуб. Не забывайте о том, что на сайте можно смотреть прямую трансляцию, и можно как раз помогать бойцам получать бонусы, о которых Нурбек вот столько времени говорит. Так что подписывайтесь везде, участвуйте, пишите в комментариях, что нужно обсудить. В этот раз довольно кратко у нас получилось, в основном по турниру Найза 66. Но на следующей неделе вернемся с большим количеством новостей. Ассаламу алейкум. Найза Кэмп Реалити, Ақтау қаласында 16 бойцов будут тренироваться под руководством двух чемпионов Фаниль Рафиковым и Данилом Донченко. Тек екі мықты жауынгер Найза лигасында кәсіпқой жекпе-жек өткізеді. Найза ТВ YouTube каналынан көріңіздер. Приятного просмотра! Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира.